Ученые Северо-Восточного федерального университета получили заслуженные награды. Сегодня в главном вузе Якутии прошло торжественное заседание, посвященное Дню российской науки. Во время мероприятия наградили отличившихся молодых ученых, аспирантов и научных руководителей. Павел Танин продолжит. Российская история знает немало имен выдающихся отечественных умов. Создатель периодической таблицы Дмитрий Менделеев, основоположник высшего образования в России Михаил Ломоносов, Королев, Павлов и многие другие. Но сегодня о российской науке редко говорят и мало что знают. Но это не значит, что она не работает. Чем отличается российская наука от зарубежной? Зарубежные ученые любят публиковаться, любят о себе говорить. А российские ученые, они выполняют свою работу, выполняют исследования и все. Для них это важно. Важно получить тот результат, который они перед собой поставили. Достичь той цели, которую они перед собой поставили. Российская наука, нельзя сказать, что она отсталая, нельзя сказать, что она стоит на одном месте. Отнюдь нет, потому что именно российская наука считается флагманом вообще по всем направлениям науки. Наука не может существовать без финансирования. Как сказал во время торжественного заседания проректор по научно-исследовательской работе СВФУ Константин Кривошапкин, только в прошлом году на исследовательские работы университета выделили более 425 миллионов рублей. Кроме того, вуз заключил договоры с зарубежными странами. И надо сказать, что впервые зарубежные страны заключили с нами договорные работы на выполнение ОКР, и сумма составляет более 400 тысяч рублей. Вот и получается, что российская наука молчит о себе, в отличие от зарубежных коллег, не выпячивает свои достижения, а молча и усердно трудится. А сегодня лучшие ученые университета получили грамоты и благодарственные письма. Павел Танин, Джур Березкин, НВК Саха, Якутск.